Здравствуйте, уважаемые друзья! В прошлом наш рассказ мы завершили на том, что на стыке эр, на просторах Северного Причерноморья, Северного Кавказа, сформировался в результате смешения скифско-европейского и пришлого этнокультурного компонента, то есть сарматского и аланского, новый этнос, новый народ, который в историю вошел под названиями Сармат и Алан. Уже в первые века новой эры этот воинственный, пассионарный народ обратил свои взоры на Запад, римский Запад. Мобильная кочевая тактика и использование тяжелой конницы, вооруженной копьями, позволяли сармато-аланам соперничать с военной мощью империи. Долгое время они соседствовали с Римской империей, то совершая набеги на ее территории, то выступая в качестве ее союзника. В 69 году новой эры несколько сарматских князей с отрядами общей численностью около 8 тысяч воинов поступили на службу Риму и на протяжении десятилетий оставались его союзниками. В этот период римляне переняли у сарматов их стиль ведения боя, и основной тактикой римской конницы стала атака копьями на манер аланов или сарматов, как пишет Ариан в своей книге «Искусство тактики». Появление в римской армии катафрактариев, то есть тяжело вооруженных всадников, и контариев, легко вооруженной конницы, также было результатом заимствования у сарматов. Римляне переняли у сарматов и другие детали, например, драконий штандарт и каркасный шлем. Возможно, римское рогатое седло также заимствовано у сарматов. В целом, как принято считать, сарматы предопределили внешний вид западного рыцаря. В 175 году из 8 тысяч конных сарматов около 5500 переселились в Британию, где они служили в составе римской армии для защиты так называемого Адрианового вала, которым римляне перерезали британский остров, отделяя свои южные земли от населенных варварскими племенами пиктов северных территорий. Известно, что более полувека спустя в Бремен-Тенекунуме, современный Рипчестер под Ланкастером, продолжал размещаться отряд сарматской конницы. Мраморное надгробие сарматского драконария обнаружено и в Честере. Присутствие сарматов в Британии прослеживается вплоть до начала V века, а историческая личность командующего сарматским контингентом в Британии в конце II века, которого на римский манер звали Луций Арторий Каст, по мнению некоторых историков, его личность послужила основой для появления легенды о короле Артуре. При этом исследователи полагают, что военная культура и арийская идеология сарматов сыграли в целом ведущую роль в формировании артурианского эпоса. Действительно, можно уверенно утверждать, что, например, известный сарматский обычай поклонения мечу, воткнутому в землю, мог послужить прообразом артурианского меча в камне. Драконы, играющие большую роль в историях Артура, возможно, также появились под влиянием драконьих штандартов сарматов. Идея поиска сармато-аланской основы в легенде об Артуре подкрепляется и американскими исследователями Литлтоном и Малкор, которые, в частности, проводят параллель между чашей из средневековых кельтских и нормандских легенд, Святым Граалем, из которой Иисус Христос вкушал на Тайной вечере, и поисками которой легендарные рыцари круглого стола Артура посвящали свою жизнь с одной стороны и священной чашей из осетинского нартовского эпоса Нартамонга, наделенной даром определять достоинства нартовских героев. В тот же исторический период, то есть в первые 3 века новой эры, другая часть сарматов участвовала в войнах с Римом на стороне их противников, в частности даков. Этот эпизод нашел место на изображении, высеченном на знаменитой колонне Трояна, которая была воздвигнута в 113 году новой эры в честь побед императора Трояна,
Рельеф на колонии повествует о двух войнах Трояна с даками в 101 и 102 годах, а также в 105 и 106 годах. На колонии, разделенные на секции, изображаются в основном действия римской армии: передвижение, постройка укреплений, переправы через реки, сражения. Всего на колонии около 2500 человеческих фигур. Отдельные фигуры переданы весьма реалистично, так что рельеф колонны служит ценным источником для изучения оружия и доспехов того времени. На колонне изображены и сарматы, выступавшие в качестве союзников даков в этой войне. Тем временем, несмотря на активное участие части сармата Алан в важных военно-политических процессах в Западной Европе, основная их масса оставалась в своей метрополии, то есть в Северном Причерноморье и на Северном Кавказе. Однако в 372 году аланы потерпели поражение от пришедших с востока гуннов, в результате чего значительная группа алан примкнула к победителям и вместе с гуннами вошла в Центральную Европу, перейдя Дунайскую границу Римской империи. Однако в 372 году аланы потерпели поражение от пришедших с востока гуннов, в результате чего значительная группа алан примкнула к победителям и вместе с гуннами вошла в Центральную Европу, перейдя Дунайскую границу Римской империи. Император Константин Великий принял алан в состав империи на правах федератов и поселил их в Паннонии, то есть это современные территории Западной Венгрии, Восточной Австрии, частично Словении и Сербии, а также на Нижнем Дунае. В Паннонии аланы усилились родственными им сарматами, отделились от гуннов и заключили союз с германцами-вандалами. В последующем, в течение всего V века, западноевропейские аланы и германцы имели самые тесные союзнические отношения. Установлено, что за годы близкого соседства германские племена усвоили многие сармато-аланские военные традиции. Наиболее явственно сарматское влияние на германцев прослеживается в появлении у германцев животных мотивов в изобразительном искусстве. Сарматским по своему происхождению был и обычай украшать головку меча красным гранатом в золотой оправе. Этот обычай распространился по всей Европе, особенно в период царствования династии Меровингов. Готы переняли у сарматов и тактику конного боя. В целом, эта сарматизация германцев, по-видимому, и сыграла определяющую роль в развитии европейского рыцарства. В 406 году аланы и вандалы перешли Рейн и вторглись в Галлию, современная Франция. Здесь аланы разделились. Одна часть под предводительством вождя Гуара перешла на службу Римской империи и осела на землях между реками Луарой и Сеной, где впоследствии образовало Аланское Северное Королевство со столицей в городе Орлеан. Расселение алан на Луаре подтверждают и археологические находки, среди которых обнаруживаются характерные аланские черепа с искусственной деформацией. Эта часть алан сыграла значительную роль в битве на Каталаунских полях, которая состоялась в 451 году и в которой аланы выступили союзниками Рима против гуннов. Алан поместили в центр союзнической армии, которому противостояла гвардия царя гуннов Аттилы. В ходе ожесточенного и кровопролитного боя с огромными потерями с обеих сторон аланы одержали верх над гуннами. Военные успехи алан были столь значительными, что в Риме V века все аланское ценилось как самое престижное. У алан перенимали все – воинское и конское снаряжение, оружие. Особенно ценились аланские собаки и кони. Однако самое большое почитание вызывала идеология военной культуры сармато-аланских племен, элементы которой, скорее всего, и легли в основу последующих средневековых рыцарских идеалов. Даже по прошествии тысячелетия, уже в XV веке, польская аристократия выработала шляхетскую идеологию сарматизма, доминировавшую в Речи Посполитой в XVI-XIX веках. Сарматизм предопределил многие особенности культуры польской знати,
и ее отличие от западноевропейской аристократии. Это условно-восточный стиль парадной одежды, особые манеры и так далее. Идеология сарматизма проявлялась в восприятии аристократии, шляхты, как потомков древних сарматов, как сословия воюющих господ, противопоставляющих себя простолюдинам. Истинный шляхтич готов был умереть с голоду, но не опозорить себя физическим трудом. Сармату приличествует быть рыцарем и воином. Представители шляхты отличались особым чувством собственного достоинства и храбростью. При этом в среде шляхты сохранялось представление о всеобщем равенстве внутри сословия. Паны-братья. Причем даже король воспринимался как равный. Василий Иванович Абаев приводит языковые подтверждения тому, что, как цитируется, Польша не зря называлась Сарматией. В частности, он указывает на близость идиоматики осетинского выражения «кузетуг» – собачья кровь, и польского оборота «пся крев», имеющего аналогичное значение. Эта схожесть, по мнению ученого, не случайное совпадение, а отражение древних этнокультурных контактов. В XVII веке идеями сарматизма прониклась и украинская казачья верхушка. Так гетман Юрий Хмельницкий именовал себя сарматским князем. Отголоски сарматизма присутствуют и в трудах Михаила Ломоносова, который в противовес варяжской теории возводил древних русов к сарматам-роксоланам. Вернемся, однако, в средневековую Западную Европу. После отделения отрядов Гуара, оставшихся в Галлии, другая часть алан продолжила поход дальше на запад и вместе с германцами, вандалами и свевами в 409 году проникла через Пиренейские горы в Испанию. При разделе ее территории с гуннами и германцами аланам досталась Лузитания, это современная Португалия и юго-западная Испания, а также Картахена. Однако в 415 году в Испанию вторглись вестготы, и под их давлением в 429 году вандалы и аланы были вынуждены переправиться через Гибралтарский пролив в Северную Африку, где за несколько лет покорили принадлежавшую Риму огромные африканские территории с центром в Карфагене. И в 439 году они образовали Вандало-Аланское королевство. В 442 году Рим был вынужден признать их полную независимость, а в 455 году свое полное поражение. В руки алано-вандальской коалиции перешел мощный флот, с помощью которого они неоднократно совершали морские набеги на Римскую и Византийскую империи. Во время одного из таких походов в 445 году они на 2 недели захватили даже Рим. Просуществовав почти столетие, Вандало-Аланское королевство пало под ударами Византии, а сами аланы и вандалы растворились среди туземного населения Северной Африки. Возможно, не совсем бесследно. Дело в том, что часть населения ныне преимущественно арабского севера Африки, то есть так называемого Магриба, составляют неарабские племена, имеющие собственное название, в частности кабилы, но которые в европейских языках именуются берберы. Вероятнее всего, это имя является искажением латинского «барбари», буквально «бородачи», то есть варвары. И оно отражает в исторической памяти античную связь этих племен с пришлыми восточноевропейскими народами, которых римляне так и называли – варвары, бородачи, барбари. При этом обращает на себя внимание и распространенный среди берберов антропологический тип, столь непривычный для окружающего негроидного или арабского типа. Это белолицые, голубоглазые, светловолосые. Существуют и некоторые языковые схождения между кабильским и индоевропейскими, в частности осетинскими языками. Например, в кабильском, где весь счет заимствован из арабского, сохранилось исконное числительное «иун» – «один», столь схожее с осетинским «иу» – «ел». Рог животного по-кабильски – «ищиун», а по-осетински – «щила».
Разумеется, эти наблюдения слишком ограничены для каких-то далеко идущих выводов, но могут служить основанием для проведения основательных исторических, этнокультурных и лингвистических исследований в данном направлении. Таким образом, аланы в течение поздней античности и средних веков побывали на многих территориях и оставили свой след в разных странах. Пути их миграции протянулись от Предкавказья через большую часть Европы до Африки. Алано-осетинский языковой материал сохранился в языках многих народов, с которыми аланы имели контакты в этот исторический период. Не случайно название испанской провинции Каталония объясняется как Готалания, то есть как результат слияния двух этнических названий – готов и алан, которые действительно в раннем Средневековье захватили часть Иберийского полуострова. Французское имя Ален, равно как английское Элан, а также десятки названий городов и деревень во Франции, содержащих элементы алан или сармат, учеными связываются с соответствующими этнонимами. Французский лингвист Ален Кристоль одним из наиболее вероятных аланских следов во французском языке считает существительное «le bas», что означает «вьючное седло», «вьюг», которое, по его мнению, было заимствовано предками французов у алан вместе с соответствующей технологией снаряжения, более развитой у этого преимущественно кочевого племени. Основание для такого предположения дает не только семантика этого слова, но и его форма. Дело в том, что наличие отмечающего историческую долготу диакритического знака над буквой «а» в соответствии с законами исторической фонетики французского языка свидетельствует о выпадении последующего звука «с». Таким образом, первоначальная форма этого слова должна была быть «баст», соответствующая осетинскому причастию «связанный», «привязанный» от глагола «баттен». Субстантивированно означающему в современном языке связка, узел. Это слово, несомненно, раньше могло означать и особую технологию закрепления груза на вьючной лошади. В подтверждение этой гипотезы можно предложить еще один французский пример – слово «la baste», которое имеет близкое значение. То есть это деревянный ящик для перевозки снятого винограда или вьючная корзина. В данном случае сохранено даже формально-звуковое соответствие между французским и осетинским словами. В конечном итоге, внеся значительный вклад в историю и культуру народов Центральной и Западной Европы, и эта часть сармата алан постепенно растворилась в европейской среде.